Присаживайтесь. После небольшого перерыва мы продолжаем с вами изучение Священного Писания. Кажется, мы остановились на 13 главе, да? Вот у нас есть сегодня урочный чтец, благозвучный кимвал, который будет нам благовещать. Ну что, мы с вами продолжаем изучение Слова Божия. В древности его именовали молоком и медом. Он очень специфично воспринимается, точно так же, как молоко и мед питают организм человека. Сегодня эти образы у нас еще раз повторятся. Вот, мы с вами приобщимся к этой сладости спасения, о котором говорит Слово Божие. И поэтому давайте вспомним. Мы проходим книгу «Исход», правда же? Книга «Исход» у нас повествует о выходе народа Божьего из Египта. Фактически процесс этот уже начался, 10 казней уже завершились, да? Все первенцы уже в Древнем Египте уничтожены, в том числе и первенец фараона. И вот Моисей, как руководитель, должен выводить народ. Поэтому начнем с 13 главы. Господь сказал Моисею: «Посвящайте мне всех первенцев, какие родятся у сынов Израилевых, первый плод материнского чрева, и первенцев людей, и первенцев скота. Они принадлежат мне». Да. Посвящайте, то есть выделяйте, делайте святыми. Мы с вами говорили, что есть термин древнегреческий, на греческом агиос, святой. Это в том понимании святости, о котором мы с вами, христиане в современном мире, да, говорим, так как мы с вами воспринимаем, что такое святой. То есть тот, кто не соглашается с грехом. Да? Тот, кто... Святость и грех – это вещи несопоставимые. Вот христиане практически все именуются святыми. Почему? Ну, не в силу же нашего нравственного совершенства, да, а почему? По какой причине? Я не знал вообще. Да, вот Иисус Христос – это, мы с вами не... Что значит быть христианином? Мы не соглашаемся с грехом, мы тянемся к святости. Да, мы слабы, да, мы грешны, но мы с грехом не соглашаемся, руки не опускаем. Почему? Потому что для нас важнее святость и важнее Бог, нежели грех, смерть и все, что этот мир нам предоставляет. Да, вот об этом идет речь. А в древности было иначе. Нравственное совершенство – это как бы отдельная, да, статья. Кодеш – это святой, мы с вами говорили, в смысле выделенный. Да, вот как о Неха мы говорим, место святое, почему? Оно выделено, оно в обиходе не употребляется. Это место, на котором не проходят какие-то обычные сборища, да, в котором не совершается какое-то обычное потребление пищи или еще что-то. Это все выделено. И все, что принадлежит святилищу, оно как бы отдельно, изъято из общего употребления. Не может быть использовано где-то в иных несакральных действиях, да? Не связано с этим. То есть узко специализировано. Вот слово «кодеш», «святой» в Ветхом Завете означает практически то же самое. Когда Господь говорит: «Этот народ святой для меня». Но что это значит? Вы знаете, что это собрание, да, святых, которые вот там, дескать, или это место свято, сними обувь, да, вот мы призвали Моисея. А что значит свято? Что, как это в пустыне, это место как-то оно было выделено и с ним вот что-то... Нет, выделено, изъято из общего употребления. Вот что означает кодеш. И когда он говорит о первенцах мы с вами говорили, да, то он говорит, что первенцы, они святы для меня. Святы для меня, это что означает? Они выделены, сейчас мы об этом говорим, они выделены, что значит выделены?
они изъяты из общего употребления, да, они посвящены мне. Иначе говоря, они мои. Первенец, Бахор, мы уже об этом говорили, о том, сколько первенец наследует, да, как они, вы помните продажу первородства, да, вот это вот средостение Якова и Исава. Ну, вы все это, я надеюсь, содержите в голове, да? Вот. Но вот книга Исход нам говорит, что лучшие из первых плодов, то есть начатки, первый урожай. Да, человек ждет в течение большого времени, когда на его полях что-то созреет. И вот Господь говорит: лучшие из первых плодов начатки твоей земли принеси в дом Господа. Дом Господа — это понятно, да? Бейт Адонай — это понятно, это храм Господа Бога твоего. И далее: первенцы все из сынов твоих выкупай. Раз они принадлежат Богу, то монашеских орденов нет, вы же понимаете, да? То есть первенцы — старшие сыновья, которые будут наследовать в дальнейшем своим родителям. Это главы родов, это патриархи в будущем. Но естественно, что они не будут находиться где-то там. Их необходимо выкупить. Здесь самая главная тема – это тема искупления. Мы с вами говорили, главная тема Священного Писания. Это не бытописание древнего мира, да? Это не история древнего Израиля. Нас совершенно не это интересует. Главная тема Священного Писания, красной нитью, проходящей через всю Библию, это спасение человеческого рода. И естественно, что и когда речь идет о выкупе первенцев, речь идет точно так же о спасении человеческого рода. Первенцы от животных точно так же, как и человеческие, принадлежат Всевышнему. С пустыми руками перед лицом моим не являйся. Но это как бы продолжение. Бехор – это тот, кто буквально разверзающий всякую утробу. То есть первое, что рождается у животного. И вот здесь возникает вопрос, кто был первым первенцем, разверзающим утробу, как мы еще говорим и поем, не искуса нужно, да, о котором мы вспоминаем сейчас в Новом Завете. Безусловно. Да. Первенец – это первенец от Бога, это первенец у Пресвятой Богородицы, да, это первенец, непричастный ко греху, и еще первенец, воскресший из мертвых. Везде присутствует тот же самый термин, бехор, первенец или первородный. Что значит первородный? Он стоит впереди. И точно так же, как и в обычной семейной бытовой жизни, в социуме, у нас есть первенцы, руководители, да, за которыми мы идем, уважаемые почтенные люди, которые стоят впереди общества, главы семейств, которые возглавляют эти и представляют эти семейства, да, и все остальные движутся, условно говоря, в фарватере этих первенцев. Точно так же мы с вами движемся за кем? Старшие братья. Да. Безусловно, мы за Христом движемся. У нас маяк, светоч, направляющий вектор – это Христос. Для всех нас христиан. Тут уже не имеет никакого значения иерархия. Выше стоит человек в этой иерархии, ниже, условно говоря, конечно, стоит. Все мы братья и сестры, которые движемся за Христом. Вот он тот первенец, который ведет нас куда? Раз он воскрес, как апостол Павел рассуждает, из мертвых, значит, если да, мы движемся, если он свободен от греха, значит те, кто следует ему, точно так же, да. Если он приобщен ко всяким благам, да, то, соответственно, и все те, кто движутся за ним, ну и так далее, и так далее. Это такой очень открытый образ. 3 стих, пожалуйста. Моисей сказал народу: помните этот день, в который могучая рука Господа вывела вас из Египта, из неволи.
Не ешьте в этот день дрожжевого хлеба. Да, вот здесь очень интересно. Значит, «Вайомер Моше ле Гая». Сказал Господь Моисею. То есть это сказал Моисей народу, простите. «Захор эт Гайом», помните этот день, «Газе ашер Яцатем Мицраим», в который вы вышли из Мицраим, это Египет, это символ чего? Рабства, да? И дальше повторение. Мибейт Авадим. Мибейт Авадим означает из дома рабства. Буквально не из земли, там, да, и всего прочего, из дома рабства. Не просто какой-то работы, не там, где вы просто были наемниками, проживали, вам платили за ваши услуги. В каких условиях находился израильский народ в Египте, мы с вами проходили, вы это прекрасно себе представляете, да? Это рабство со всеми вытекающими последствиями. Из дома рабства могучая рука вывела вас. Почему это особо подчеркивается? Почему Господь особо подчеркивает? Могучая рука. Человеческая природа такова, что заслуги других она всегда приписывает, но это даже в нашей среде, человеческой. Уж тем более взаимоотношения с Богом. Мы видим, что человек делает периодически всегда себя равным Богу. Он хочет быть наравне со Всевышним, наравне со Творцом, да? Вы вспомните диалог Иова и Творца, да? Где ты, Иов все там вопрошает и получает ответ, а где ты был, когда творилась Вселенная? Что дает тебе право указывать, требовать и обвинять? Вот что тебе дает право? Ты ведь не причастен к мирозданию, ты всего лишь кто? Часть, да? И тем более ты сам говоришь, что ты прав. Вот, ну так и есть. Забвение добра – это естественное состояние человеческой природы. Мы долго помним что-то плохое. Вот. Забвение добра, а забвение благодеяний Божьих – это вообще мимолетное. Вы знаете, вы сами видите, да? Вы сами видите за богослужением. У нас 40 раз «дай Господи, помилуй Господи», и только один раз «благодарю и Тебе, Господи». Вот посмотрите, как молитвы, да, расположены. Всего один раз Тебе, Господи, всего один раз. Давай сделаем наоборот. Такова человеческая природа. Несмотря на то, что мы с вами приступаем к какому богослужению? Евхаристия – благодарение. И все равно дай там плоды, мир, от труса, потопа, то есть землетрясения, неурожая, того, сего, здоровья, еще чего-то. Человек есть человек. Тут уже ничего не поделаешь. Господь, предупреждая это, закладывает основание. Основание чего? Мы говорили с вами, это праздник Пейсах. Прохождение, когда смерть прошла мимо израильтян. Закладывая основание этого праздника, Господь предупреждает: не вы вышли из Египта, не ваши взаимоотношения с египетскими властями позволили вам покинуть его, не ваша хитрость, умение и смекалка, не деньги, которых у вас не было, не средства, не тем более сила, которой вы не обладали внутри этого самого Египта, да? Ничего подобного. Вы вышли оттуда благодаря, еще раз, могучей руки Господа. Не вы вышли, а которая вывела вас. Вот когда вы в пороге с кем-то встречаетесь, да, если вы кого-то очень так хорошим таким, условно говоря, толчком, пинком, да, вывела, быстро. Это произошло очень быстро. Еще вчера евреи этого не ожидали, их предупредили об исходе, но для этого же нужно верить.
А они уже ропщут на Моисея, как это так, на нас вот тут невзгоды, беды и так далее, да? Вот. Толчком буквально, да еще так быстро, что они этого не ожидали. Из дома рабства они вышли. Так, вот, теперь по поводу дрожжевого хлеба. Ахали – это вкушать, пожирать, поглощать, поедать, истреблять, быть съеденным. И хамец – квасное что-то, имеется в виду в данном случае хлеб. Вот возникает вопрос, тут, знаете, часто говорят, не ешьте в этот день дрожжевого хлеба, дескать, там, сейчас, знаете, с дрожжами борются. Речь не об этом, речь не о культуре питания, как вы понимаете. Исход из Египта был столь стремительный и быстрый, что заквашенное с вечера тесто не успело подняться. Просто не успело подняться. Они несли вот это вот прокисающее тесто, то есть тесто, которого шли процесс брожения, да, шел, они несли его с собой, потому что замесили, а подняться вот быстро, стремительно, в память об этом не ешьте, когда празднуете этот праздник дрожжевого теста, то есть поднявшегося. Мы с вами на Пасху печем что? Куличи. У нас сколько уходит у хозяйки времени, чтобы эти самые куличи испечь, раздать, отнести, осветить и так далее, и так далее. Да? Ну, вы сами знаете, это трудоемкий и достаточно долгий процесс. Но у нас с вами время есть. Евреев Господь предупреждает. Это символ. Вы же бежали, у вас только лепешки были, которые вы там успели быстренько в печку бросить. Да? А он не поднялось, оно вот. И по сей день иудеи едят мацу, вы знаете ее. Да? Это не дрожжевой, не квасный, а пресный хлеб. Лепешка. Обычная лепешка, тесто, вода, горячее это самое. Все, вот вы его приготовили. То есть речь идет о том, чтобы вы помнили, что это особое действие Бога в вашей жизни. Специальное действие ради вас. Исключительно ради тебя. Вот тот или иной иудей, да, и так далее. Это вот ради тебя было сделано. Поскольку, еще раз повторюсь, забвение – это нормальное свойство человеческой природы, да, забывать. Вот при основании этого праздника, точнее при установлении этого праздника, в основании полагается, ну, как говорится, не закрепишь в уставе, забудут, пойдут другой дорогой. Поэтому это все закрепляется. Следующий стих. Вы уходите сегодня в месяцы Авивы. Да. Когда Господь приведет тебя в землю Ханаанеев, Хеттов, Амареев, Хивеев и Ебусеев, ибо Он поклялся твоим отцам, что отдаст тебе эту землю, источающую молоко и мед, тогда ты должен будешь совершать в этом месяце такой обряд. Спасибо, вот сейчас пока остановимся. Выход был, да, не ешьте дрожжевого теста. Вело, хель, хамец. Вот этот хамец, даже сейчас есть специальное установление, водка, она тоже хамец. Знаете, да, вот водка, поскольку брожение было, все, что связано с брожением, спиртные, это тоже хамец. И существуют даже целые обряды, как на какой-то, ну, а как избавиться, если у тебя есть какие-то напитки алкогольные, да, даже их не выбросишь. Вот, и они там вот сидят, есть специальные обряды, как временно их можно передать другим людям, не евреям, под расписку, чтобы потом, ну, в общем, вы знаете, есть такие специальные установления, да, совершенно, есть такие интересные установления, все расписано, все прописано, как освобождаться от хамица, как его возвращать потом обратно и так далее, и так далее. Вот. Ну, дело не в этом, нас сейчас интересует не Нет, это. Самое интересное, что они как раз соблюдают это все до сих пор, да? А почему они Христа не говорят? Вы это представляете? Вот. Это самое. Лепешку они помнят, а почему с Христом они? А Ветхий Завет пеленою закрыт, и пелена открывается, как говорит апостол Павел. Его уже тоже это интересовало, когда он проповедовал.
кому он проповедовал-то, да? А открывается только Новым Заветом. Вот если ты все остаешься в среде установлений, предписаний, закона и поведения, ты так и не станешь христианином. Это невозможно. Потому что христианство — это неправильно прийти, правильно совершить ритуал и правильно с чистой совестью уйти. Христианство вовсе не об этом. Но здесь вот хамец и простая лепешка, да, дрожжевой хлеб вы видите. Я прошу вас обратить внимание на формальное отличие простой лепешки и дрожжевого хлеба. То есть простая лепешка, она, посмотрите, ну, каждый из вас знает, наверняка, каждый наверняка и делал, может, в какие-то периоды, да. Вот это такая небольшая, обычно такая что-то тоненькое, оно что-то в виде лавашеобразного бывает, еще что-то тоненькое. Посмотрите, хлеб, это хорошо поднявшийся, да, такой раздутый, и чем больше он поднимается, тем кажется, если я не силен, но кажется, качество его лучше, да, чем вот он массивнее. Существует еще один аспект, почему нельзя обращаться к этому. Он символический, вот к этому раздутому. Вы попытаетесь человеческую природу наложить на это. Символично. Что у вас получается? Да с таким высоким самомнением. Да? Безусловно. Вот это самое главное слово. Самость, самомнение, самолюбие. То есть самость — это что? Вот myself, да? На себя. Взгляд на себя. Благо на себя. Мнение мои. Действия мои. То есть я. Это что? Это вот постоянный танец вокруг своего я. Бедное тело, ну для чего? Танцевать вокруг своего я. Угождать чему? Любимому, любимой себе. А в отличие от этого, тут вот все очень скромненько, простенько и как бы, да? Об этом мы с вами еще... Ну вот я вам зачитаю. Еврейские мудрецы, раввины, в свое время так растолковали понятие ханцк. Речь идет о гордыне, поскольку закваска приводит к тому, что тесто всходит, многократно увеличиваясь в объеме. Вот теперь представьте, человека, да, который не видит себя, и в своем сознании он многократно, ну как это говорят, мне себя мало, да, ну есть много очень интересных поговорок по этому поводу, не может пройти в проем и так далее, и так далее. Многократно увеличивающий себя. В древности еще фарисеи одежды увеличивали, чтобы они были большими и широкими. Вот. А тут, ну, прежде чем увеличить одежду или отношения с ближним человеком, прежде этого нужно увеличить себя в своих глазах. А Господь говорит об этом, увеличивающий или возвышающий себя, с ним что произойдет? Он умолится, да. И наоборот, умоляющий себя будет возвышен. То есть речь идет о чем? Речь идет опять об этой автономии, о которой мы с вами говорили. Да? Человек действует автономно. Автономно там о нравственности речи быть не может. Почему? Он себя не видит. Для этого нужно себя увеличивать. И это подобно человеку, говорят они, который раздувается от гордыни. Вы помните вот эти многочисленные сказки и басни, когда лягушка хотела надуться до буйвола, да, вот что с ней произошло? Печальный итог. Вот. Ну и так далее. Вот эти сказки, они же не просто так, они же не на пустом месте все появлялись. Каждая из них несла какую-то мысль, какое-то зерно, которое должно было до нас дойти. Итак, человек, который раздувается, а раздувает только гордыня, вот подобно тому, как воздушный шар надувается теплым воздухом, человек надувается от собственной гордыни, многократно преувеличивая собственную значимость или важность. Теперь, что касается вот этого самого Авива. Авив, это месяц, когда они выходят, да, он означает вот что. Это весна, это возрождение. Ну, а поскольку это весна, то также в языке это означает обновление. Обновление. То есть вы выходили в какой период? Весной, да. Месяц Авив.
Запомните, говорит он, этот месяц. Запомните этот месяц. И только потом, через более чем 1000 лет, они поймут, почему. И мы все поймем, почему. После плена этот месяц стал называться Нисан. А 14-го Нисана произошло распятие Христа. Только много позже. Но что значит исход? Поэтому-то и Пасха, собственно говоря, праздник одинаково именуется, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете у нас. Ведь мы тоже этот праздник именуем Пасхой и празднуем условно, поскольку это лунный календарь, он не солнечный, он совпадает вот с апрелем, но он плавающий. И наша Пасха, она подвижная, да, пасхалию, которую мы рассчитываем, она подвижная. Весна – это обновление. Ну, вот есть этот город, столица, как называется у них? Израиль, Тель-Авив. Тель-Авив, да. Ну, они-то говорят Иерусалим, но официально признанная граница, столица у них Тель-Авив. Тель-Авив – холм весны. То есть, когда они город этот… Да, это вот старинная Яфа, когда Точно, Авив. город, когда закладывали, это же молодое государство было, и вот, ну, вот эти вот все надежды переселенцев на новую жизнь, на счастье, на возможности, да, возрождения народа, языка и всего прочего, это было вот заложено как раз в наименовании этого. Но и здесь оно носит тоже символический характер. Почему? Потому что люди уходят из Египта, из рабства, и перед ними что открывается? Новая жизнь, жизнь вне рабства, свободная жизнь. Конечно, это возрождение, конечно, это Авив. Вот такое вот переплетение, в данном случае символов, мы с вами наблюдаем. Так, 4 стих – это перечисление, то есть 5 стих, да, это перечисление народов. Что это за народы? Хананеи, Ферезеи, Гельгесеи, Вусеи и так далее, и так далее. Это народы, конечно, это народы, которые обитали там, где когда-то, мы с вами это проходили, кочевали праотцы этого народа. Авраам, Исаак, Иаков, вот их. И вы заметите, Господь говорит, эту землю, как я обещал и клялся, я твоим праотцам, я дам тебе. То есть клятва остается. Ведь Авраам прожил всю свою жизнь, кочуя, так и не приобретя никакого даже клочка земли. Он так бедуином и остался. Что Авраам приобрел? Какую землю он приобрел в Ханаане? Совершенно верно. Всего лишь, что между мной и тобой. Помните этот торг, да? Там начинается с определенной суммы и заканчивается вот указанной. Эти 400, да. И это пещера Махпела. То есть это что? Это кладбище. Все, что приобрели праотцы на этой земле, это маленький кусочек земли, то есть кладбище, просто где хоронить. Авраам похоронил Сару, сам туда лег, Исаак, да, и так далее. Якова тоже привезли. Да, да, Якова туда перевезли. И только Иосиф, когда умирает, он что говорит? Иосиф-то с братьями отца перевез в эту пещеру из Египта, но сам он понимает, когда он будет умирать, уже некому будет перевозить, да? И он что сделал? Он заклял народ Израиля, заклял братьев своих, чтобы что? Кости, останки. Когда Господь... То есть мы с вами каждый раз говорим о вере. Ну как вот, представьте себе, человек кочует по пустыне, да, ничего не имеет, а какой смысл здесь находиться? Другой бы уже мигрировал куда-нибудь. Для этого есть что? Возможность перейти, ну, в лучшие места. Оставил цивилизацию, Ур-Халдейский, вышел в пустыню. Люди, наоборот, как бы из сельской местности в город пытаются, да, попасть, а тут этот вообще все бросил и, наоборот, ушел в пустыню. Вера. Обещали, но ничего так и не получил. Исаак то же самое. Клялся Господь, опять ничего не получил. Иаков тоже кочует, ничего не получает. Исполнение в потомках. Исполнение в потомках. И в отличие от тех договоров, которые при поддержке нотариальной конторы мы с вами заключаем, которые еще не факт, будут выполнены, не будут выполнены, 400 лет проходит, Господь исполняет этот договор.
Вы помните, он при особых условиях заключался и каждый раз подтверждался при каждом праотце. Когда Господь приведет тебя, здесь Бог, входить, впускать, то есть когда Он тебя введет, опять смотрите, мало выйти из плена, из рабства, нужно же еще к чему-то прийти. Ну да, вот у нас, знаете, что у нас? Вот освобождение от рабства, этот самый, христианского зависимости, крепостного права. Да, людей освободили. Кстати, один из тех, кто участвовал в написании этого манифеста для императора, был святитель Филарет Московский Дроздов, переводчик священного писания на русский язык. Он был против. Да, он писал, но он был против. Вот такой отмены. А почему? Христиан оставили без... да, свободу-то им дали, но земля-то принадлежит кому? Знаете, она же осталась, вот, и что? И вот, значит, что, в город надо переселяться, а какого рода жизнь в городе будет вести человек, который не имеет там жилплощади, работы и прочего, да? И вот потянулись, то есть и по крестьянству удар, и по городу удар, ну да, какая-то вот дешевая, видимо, рабочая сила, но какие тут плюсы для населения? Вот такого рода освобождение. Вот тебе бабушка Юрия. Ну вот, то есть освободить-то нужно, но нужно еще как-то социально обеспечить людей, надо же им дать какую-то возможность. Ну вот я не знаю, как люди, может быть, вы лучше меня знаете историю более положительные примеры, благоприятные для людей, да, можете найти, но что касается священного писания, то вот здесь Господь заботится об этой составляющей, Он не оставляет без хлеба. Он выводит очень быстро из Израиля и приводит. А куда приводит? Вот мы с вами говорим, введет, внесет, принесет буквально. То есть Он вас принесет в эту землю. Разве это было быстро? 40 лет. Марк, обстоятельства. Пришли-то они туда быстро, как и положено. Почему 40 лет, Марк? Не скитались там. Почему 40 лет, Марк? Так я знаю. Но почему? Я не знаю. Причина? О, вот видите. Ну, они были... Вот видите. Вы очень похожи на тех, кто вышел из Египта. Они тоже роптали постоянно. Моисей не верит. Они пришли и отказались входить в эту землю. Вот в чем причина 40 лет. Отказались, испугались. Нет, место было шикарно. Мы сейчас будем об этом говорить. Место замечательное. Место, да, конечно, место прекрасное. Испугались, перестали верить. Увидели крепостные стены и испугались. Что опять их закрыли? И тогда Господь поклялся, что вы не увидите, а дети ваши увидят. Вот поэтому Марк 40 лет. Но это вы чувствуете, да, человеческая природа всегда ищет вот эти. Ничего себе 40 лет. Вот так, Марк, в пустыне в течение этих 40 лет, они еще и Моисея и Господа укоряли. А у нас в плену были чеснок, мясо, там хлеб и прочее. Здесь у нас эта манна, она нам уже надоела каждый день. Вот этот ропот был в пустыне. Народ не охотится, ему не нужно запасать какие-то, да, продукты, чтобы с собой носить и прочее. Каждый день питается, но ему этот каждодневный провиант, видите ли, надоел. Надо вернуться в землю рабства. Свойства или навыки, приобретенные нами по природе, да, от них потом привычки, как мы говорим, да, от них потом очень трудно избавляться. И рабство, и бремя свободы, да, это тоже очень такие серьезные. Воспитаны, конечно, они так Вот, стоят. вот. Ты представляешь, даже люди. Дальше, пожалуйста, прочтите. Ну вот там что-то Поклялся. будешь Вот. совершить в этом месте такой обряд. 7 дней есть только пресный хлеб, а на 7-й день праздновать праздник Господень. Да, спасибо. Значит, вот что за земля? Источающая, это вот эрец, завад, вот какой-то халав, удваш. Халав,
ват это, зават это течь, струиться, литься, истекать, вот буквально течет по этой земле. А что течет? Халав это молоко, да, молоко и мед, описание земли, место, куда, то есть сейчас бы сказали на полное довольствие, да, вот, то есть ну, все прекрасно, Что это за место? все замечательно. Это Ханаан. Это Ханаан, речь идет вот об этих самых... А сейчас какое-то место? Можете Это Израиль. Израиль. Да, это все об одном и том же. Значит, один из раввинов описывает это так. Молоко течет из переполненного вымени коз, то есть стада, которые пасутся, они просто разрываются от избытка, да? А мед из плодов финиковой пальмы и смоковницы. Вот что за мед из финиковой пальмы и смоковницы? Вот. Есть такой, из этих сладостей варят сладкий сироп, который называют финиковым медом, или то же самое, но смоковницу и инжир, вы так знаете, тут такое говорит. Она сладкая сама по себе, ну и финики очень сладкие сами по себе, да? И вот хлеб по консистенции он напоминает мед. Он такой же вязкий, тягучий, вот. Такой же сладкий, поскольку финики, вы знаете, там этой глюкозы, там, видимо, углеводов выше, вот, и сахаров очень много. Вот, это очень сладкий. То есть, ну, вы представляете, речь же идет о Ближнем Востоке. Это же не какая-то там земля, да? То есть, там оазисы, там бедуины, вода, трава, это достаточно редкое явление. И вас приводят в землю, в которой пастбища, да, в которых эти самые стада разрываются от избытка молока, а финиковые пальмы и вот эти фиги, смоковницы приносят такое изобилие плодов. Образ, символ, что за земля? То есть земля изобильная. Вот в связи с этим, в связи с молоком и медом, да, о котором говорит вот в данном случае Господь через Моисея. Мы же с вами все-таки живем в Новом Завете, да? Я бы хотел перейти к одному такому интересному, древнему тоже религиозному обычаю. Инфантация – это древний религиозный обычай, сейчас сохранившийся вот в Эфиопии, предлагать принимаемым в числе верующим после крещения мед и молоко. И этот обычай существовал в древности, о нем со II века начинают упоминать разные наши историки, отцы церкви и так далее, учителя церкви. Тертулиан пишет это лакти соцета, сообщение меда и молока. Что это за общение меда и молока, я вам сейчас зачту. Особенности первого причастия. Ну вот вы фильмы смотрите, там часто детей наряжают как-то по-особенно, когда готовят к первому в их жизни причастию. Да, это какое-то событие в жизни и так далее, и так далее. На первое для вот этих готовящихся к первому причастию это могли быть не только дети. Вы знаете, что в древности крестили в зрелом возрасте. Некоторые традиции обязывали креститься в возрасте Христа. Вот вы знаете, что император Константин сам, легализовавший православие, поддерживающий православную церковь, крестился только на смертном одре. Достаточно долго эта традиция удерживалась. И вот те, кто готовился к крещению в Риме, Милане, Карфагене, это уже север Африки, Сирии, это Ближний Восток, вот этим неофитам подавали помимо чаши с вином, то есть причастия, также две другие чаши. В Миланской церкви, где совершал свое служение святитель Амвросий Медиаланский, новокрещенным давали чаши с молоком и медом. Человек совершает таинство крещения и вкушает нечто очень теплое, приятное, вкусное, соответствующее, наверное, десерту какому-то, да? Это причащение или крещение? Перед причастием. Это крещение. Это во время крещение. крещения. Сначала крещение, потом причастие. Да. Сразу за ним. Не, ну молоко и мед, оно когда дует? После крещения или после причастия? После крещения. После крещения. Перед причастием. Иоанн Диакон также упоминает о чаше с молоком и медом, преподаваемой во время причастия. То же самое говорит и Тертулиан. И вот самый древний источник – это апостольское предание,
Это вот 21 глава, я ее вам зачитаю. Это сборник апостольского предания. «И помазывая его лоб», вот совершается крещение, епископ, он епископ, пусть дает ему лобзание, то есть того, кого крестит, целование, и говорит, то есть целует и говорит: «Господь с тобою, помазанный елеем отвечает, и со духом твоим». Это то, что вы слышите. Мир вам, вы слышите, постоянно слышите, да, и дух твой. Итак, пусть совершает над каждым в отдельности, кто крестится, и с этого времени пусть молятся они вместе со всем народом. То есть крещаемые, подготавливаемые не могли молиться со всеми. Вот тот случай, как сейчас. У нас идет литургия, заходят зеваки, выходят, заходят туристы, выходят. Это в принципе было невозможно в Древней Церкви. С христианами молились только христиане. И вот этот возглас «двери премудростью вводны», он тоже об этом говорит. Обратите внимание на входящих. То есть молились только христиане. Иноверцы, язычники, неверующие, там, римляне или кто-то еще, они не могли молиться. Это особо описано. После молитвы пусть дают им лобзание мира, то есть опять целование. Тогда же диаконы пусть принесут к епископу приношение, то есть то, что пожертвовано. А вы помните, что вот это хлеб, вино, это все жертвовалось народом. Это не батюшка покупал, а это все приносилось. Поэтому название просфора – это приношение, то, что принес народ. С этого и совершается причастие. И пусть совершит благодарение над хлебом, это уже Евхаристия, являющимся образом и называемым греками антитипом, вместо образное, тело Христово, и над чашей со смешанным вином для антитипа, который греки называют подобием крови, пролитой за всех уверовавших. А молоко, смешанное с медом, символизирует вместе полноту Божьего обетования, данного отцам, когда он сказал: «Дам вам землю», то, что вы читали, «источающий мед и молоко, которое и дал». А какое молоко и мед нам дал Господь? Мы ведь с вами не живем в Израиле. И ни козами, ни финиками, ни молоком. Получше, чем в Израиле. Да. Речь идет о другом. Оторвать сознание от этих мирских вещей. Он дал свое тело, то есть Христа, подобно маленьким детям. Питаются верующие, они же только пришли, неважно сколько им лет, человек, впервые переступающий порог церкви, это ребенок, да? Превращая сладость слова Священного Писания, сладость этого слова в радость сердца. То есть сладость божественного откровения в радость сердца. Почему приобщение к Священному Писанию или к Божественному откровению или к Богу Слову, да, это сладость. Евангелие мы называем как? Что это в переводе означает? Радостная новость, радостная, от которой прыгать хочется, от которой сердце начинает биться. А вот та проблема, которую все задают, почему как бы мы этой радости не испытываем, но это уже обращение к интерпретаторам. Так преподносят радость. Вы же знаете, дикторы тоже могут что-нибудь очень хорошее преподнести так, что и не узнаешь, хорошее это было событие или плохое. Да? Тут уже вопрос к интерпретаторам, к тем, кто к вам доносит эту самую новость. Вода также в приношении, знак омовения и так далее. Относительно всего этого епископ должен дать объяснение тем, кто принимает причастие. И когда он преломляет хлеб, то давая каждому кусочек, пусть говорит. То есть епископ постоянно должен объяснять, что за этими символами стоит. Почему это? Поэтому Кирилл Иерусалимский, прежде чем крестить, в течение Великого Поста оглашал, то есть учил новокрещаемых тому, что они увидят в церкви. И эти огласительные слова касались Священного Писания. Пресвитеры же, то есть священники, а если их недостаточно, то и диаконы, то есть в помощи,
пусть держат чаши и стоят благочинно и со смирением. Первый, кто держит чашу, это чаша с водой. Второй, кто держит, с молоком, а третий с вином. Таково первое причастие новокрещения. Вот молоко и мед таким образом в древности использовалось для тех, кто приходил в церковь. 7 дней есть только пресный хлеб, а на 7-й день праздновать праздник Господень. Вот праздник Господень, Гаг для Дунай, да? Гаг — это праздник, фестиваль, праздничная жертва. Почему? 7 дней человек в течение всех 7 дней ест вот это пресное. Пресное, мы с вами сказали, это символ чего? Что человек смиряется. Человек смиряется. 7 дней человек смиряется. Он ест пресно, мацут, да, вот то, что они называют. А нет, это не пост. Это не пост. Это внутреннее состояние человека. Это воздержание, да, вот чтобы он видел. А в 7-й день праздник Господу. Почему? Потому что виновник торжества не Израиль. И не фараон, конечно. И не Хананеи. И не вино, и не козленок. То есть не застолье богатое. Виновник торжества – праздник Господу, Гаг для Дунай. Виновник торжества – Господь. Умаляя себя, то есть обуздывая свою природу, которая пытается, ну вы сами видели хлеб, да, как раздувается, вот. Ну а сейчас с этими термофильными дрожжами, знаете, как убежит вообще это тесто, ну, вот. Человек, это мы с вами, вот всю нашу вот эту природную раздутость нужно свести к тому, чтобы увидеть виновника этого праздника, Бога, и почтить Бога. Как у нас Пасха празднуется? Застолье, гости прошли, стол ломится, куличи, творожи такие, мясо, сколько. Ну, то есть там, понятно, там человек разросся, он покрыл уже тут все, что с праздником связано, да. Там уже яйцо не сила, там эти сотни яиц, которые уже раскрашены, перекрашены, украшены, засыпаны этими бриллиантами и так далее. Вон Фаберже уже отгрохал, да. Ну, то есть, что там от Христа? Что там от воскресения? Что там от победы над смертью? О какой смерти? Тут, извините, пожалуйста. Тут главное вот что. В этом фестивале, в этом празднике места Богу нет. Да, там, конечно, все это освященное, батюшка это все покропил, но к святыне, чтобы подойти, нужно себя умалить. Понимаете? Это же не твоя заслуга. Это же не ты распялся, не ты воскрес. Ну а что ты тогда? Сознание, сердце должно приобщиться к сути этого торжества. Потому что иначе воспринять нельзя. Наша задача ведь какая? Не куличи же поесть, не поцокаться этими яйцами. Смысл в чем? Чтобы воскресение первенца или начатка стало чьим? Моим воскресением. А иначе праздник прошел мимо. Сколько бы я там не съел, сколько бы не выпил, сколько бы не насвещал. Вот о чем идет речь. Поэтому 7 дней это все празднуется. Кстати, это очень похоже на Пасху нашу. У нас ведь тоже Светлая Седмица 7 дней. А воскресенье после Пасхи называется Антипасха. Антипасха в переводе с греческого место Пасхи. То есть это как во втором. Все то же самое. У них 14 Ниссана, Пасха, 7 дней празднуют и едят, да? И у нас то же самое. У нас Пасха, 7 дней мы празднуем, воскресенье. Это все разное. Да, это все, и опять Пасха. Поются те же самые песнопения, молитвы те же самые, даже крашеные яйца те же самые раздаются, да, в течение всего этого времени, и куличи те же самые, то есть все празднуется точно так же. Формально, по форме.
Так, вот, значит, пресные хлебы нужно есть 7 дней. И вот здесь предупреждение. Да не будет у тебя видно квасного, и да не будет у тебя опары во всех пределах твоих. Вот это заставляет их потом отказываться от всех этих напитков, там еще чего-то, еще чего-то. Опара, вот то, что поднимается. Во всех пределах твоих не должно быть квасного. Ну, вы понимаете, что вот буквально речь не о дрожжах, да? Не о кефире, на котором там что-то поднимается. Не об этом речь. О чем речь? Если квасное – это символ гордыни, то 7 дней да не будет у тебя видно этой гордости. Вот в этом смысле это пост. Вот в этом смысле. То есть обуздать эту страсть. Вот это проявление, собственно, ну, вы же знаете, мы даже празднуя религиозные праздники, проявляем собственную гордыню. Еще как, да? Духовенство проявляет собственную гордыню, самость во время, да. Миряне проявляют собственную, да, и так далее. Вот. На это чего даже сатирики смеются, уже в постановке она ставят. Вот, с такой ты свечкой стоишь или с такой. Поэтому, ничего подобного у тебя быть не должно, даже видно быть не должно. Видно. Речь не просто о дрожжах, закатившихся там за стол или под кухонный шкаф. 8 стих, пожалуйста. В тот день ты скажешь своему сыну: это в память о том, что сделал для меня Господь, когда я уходил из Египта. Да, спасибо. Ну почему сыну? Почему ты скажешь своему сыну? Обетование о спасении, оно ведь для всех людей. И вот сейчас этот праздник закладывается, но он как-то же должен укорениться в среде народа. И, соответственно, должна быть что? Должна быть преемственность. Поэтому детей точно так же приобщают. Никогда они вырастут. Это не свободный выбор, когда человек там совершеннолетие, у него наступит, или еще что-то, да? Когда у человека будет совершеннолетие, когда человек укоренится в жизни этого мира, духовные потребности у него будут минимальны. Поэтому детей приобщают, чтобы как раз, когда идет процесс становления этой природы, которая болезненна, смертна и так далее, да, вот как раз в этот период у ребенка был выбор. Выбор дается не при наступлении совершеннолетия, а когда ребенок растет, и ему предоставляется эта возможность, мирское и духовное. Вот тогда он может выбирать, к чему его сердце будет склонно. Да, оно будет склонно, конечно, к мирскому более, безусловно. Но зачатки духовных представлений уже у него будут. И если душа в какой-то момент, по разным причинам, мы не знаем промыслительно, каким причинам, да, захочет вырваться из этого рабства мирского, у нее будет возможность куда идти. А когда у ребенка нет такой возможности, когда он никогда в своей жизни, в процессе становления, взросления и так далее, не имел, он начинает метаться в поисках. А в поисках душа всеядна. Тут и немножко астрологии, немножко мистики, немножко язычества, немножко каких-то других представлений. И вот, как это сказать, вот винегрет из этих представлений, он что? Он травит душу. Поэтому вот эти вот навыки и первичные религиозные представления даются детям. Здесь сыны, да, пны. Вот он об этом и говорит. Когда ты будешь объяснять, ты же это в кругу 7 пасху совершаешь, да? Вот когда ты будешь объяснять, это очень важно. Прежде всего, это очень важно для духовенства. Суметь объяснить людям, которые входят в храм, что здесь происходит. О чем тут вообще идет речь. Вы знаете, не закрываться, не зашориваться, не выступать каким-то дельфийским оракулом, который получает какие-то откровения, и вот здесь он, дескать, их сейчас вот для вас, профанов,
таких всяких грешных, нехороших откроет. Нет. Раскрывать со смирением, раскрывать, а что раскрывать? На что он сам надеется? Священник может раскрыть только то, во что он сам верит. И дать надежду только на то, на что он сам надеется. Вот это очень важно. Потому что все мы, входящие в храм, ну что, мы тоже младенцы. Мы тоже еще не можем есть твердую пищу. Нам нужна такая вот переработанная. То же самое и здесь. Вот чтобы эта преемственность сохранялась, нужно говорить детям. Что касается самости, вот этого вот первичного, да, греха, то вот святитель Феофан Затворник говорит, посмотрите. Самость – это корень грехов. Да? Вот у дьявола это с этим же было связано. Отпадающий, ну что, мы как говорим, почему пал дьявол? Мы с вами говорили, вектор его взгляда, да? Он как херувим, как керуб видел Бога. И поэтому был кем? Свет ангелов – это не их собственный свет. Это отражение, подобное отражению Луны. Да? Луна же, она не светит собственным светом, она что делает? Отражающий свет. То же самое и в мире духовном. То же самое и у людей, надо это понять. Мы же не собственными добродетелями сверкаем. Бриллиант не светится сам по себе, как бы он ни был огранен. Наша душа, если мы приведем себя в идеальное состояние, будем ходить правильно, пытаться думать правильно, действовать правильно, это как ограненный бриллиант. Если луч света не попадет в него, и он не заиграет всеми красками, ну, кому он нужен? Да? В темноте кромешной бриллианты, знаете ли, да, ну какой-то свет, ну хотя бы маленький же, должен на них упасть. Вот свет – это благодать Святого Духа. Без благодати, об этом пишут все святые отцы, которые в основании нашей православной церкви. Без благодати Святого Духа все наши молитвы, все наше доброделание, все наши подвиги – это что? Это проявление самости. А самость – это корень греха, а не спасения. Отпадающий от Бога – это грешник. Грешник из-за греха отпадает от Бога. На чем другом может остановиться, как только не на себе? Ну да, если ты перестал находиться в общении с Богом, а Бог есть что, Марк? Свет. Свет. Бог есть путь, Бог есть любовь. Ну и так далее, да? Вот если ты отпал, ты же за что-то должен зацепиться, а за что тебе цепляться? Ты цепляешься за самого себя. Отсюда возникает вот эта самая важная проблема современности – одиночество. Вот экзистенциалисты, да, Сартр, Камю об этом сколько писали. Одиночество перед Вселенной, одиночество перед… А почему это одиночество? Вот вроде бы 7 миллиардов человек на Земле живет. Какое тут это одиночество, куда не повернешься, взяли на кого-нибудь наткнешься. Ну да, совершенно верно, это мы. Они это осмыслили и сформулировали. А что они сформулировали? Индивидуализм. То есть вокруг тебя десятки людей, а ты в себя погружен. Ты только вокруг своего «я», еще раз повторюсь, совершаешь этот танец под там-тамы этих полосатых, хвостатых, с копытами и так далее. Да? Вот. Ни на чем на другом остановиться нельзя, только на себе. И останавливается. Ну, естественно, это такой процесс. Вот и самость. Может быть, и духу хулы дано так сильно беспокоить вас по той причине, это из письма цитата. Кто-то жалуется, что вот дух хулы, то есть вот это внутреннее ругательство, противодействие, постоянно беспокоит. И он объясняет, почему. Вот поэтому-то, что есть самость с излишком, так начинайте заразы ее бороть. Пишет святитель Феофан Затворник, один из лучших отцов, разбиравшихся вот в этих вопросах проявления человеческой природы. Значит, это в память о том, ответишь ты своему сыну,
что сделал мне Господь, когда мы уходили из Египта. Вот смотрите, тавтология. Возникает вопрос, зачем так часто повторять эту одну и ту же мысль, что сделал Господь? Ну вот один раз сказал, вначале сказал, ну дважды повторил, ну трижды, вновь. Зе аса Адонай ли. Мне. Вот сделал Господь мне. Это то, что сделал Господь мне. То есть опять не я сделал. Смотрите, отец или глава семейства, глава рода говорит детям, что он передает. Мы празднуем Пасху. Это освобождение, Песах же, прохождение, да, освобождение, которое сделал Господь мне. Зачем это опять повторять? А вот смотрите, прошло много-много лет. Пасху празднуют. И все эти слова установлены, говорят. Но говорят, мы избранные, мы особенные. Понимаете, что передают? Мы тут говорим об умолении, а тут как бы вот Господь и мы. Все остальное, все остальное гоим. То есть, казалось бы, зачем что? А вот потому что промыслительно было понятно, чем все закончится. Было ясно, чем все закончится. Закончилось все распятием. Зачем было праздновать Пасху, если ты распинаешь Христа? Вот речь идет именно об этом, о человеческой природе. Значит, дальше. Это должно быть для тебя как знак на руке, как знак памяти на челе. И пусть закон Господень всегда будет у тебя на устах. Ибо Господь своей могучей рукой вывел тебя из Египта. Да. Выполняйте это предписание из года в год в назначенное время. Вот, смотрите, какие интересные слова у нас. Это должно быть у тебя как знак на руке и как знак на памяти на челе, буквально между глаз. Да, вот на челе, но вот в этом центре, то есть, да? Что это? Ну, закон. Пусть закон всегда будет у тебя на устах. Почему? Потому что Господь отвечается. Значит, это тфилины. Тфилина, тфила, это тфила молитва. Это такие коробочки кожаные с ремешками. В них находится записанный вот этот вот отрывок Торы. Он туда кладется. И потом эти тфилины или филактерии, филактериус это на греческом охранный амулет, ну, то же самое, наматывается на голову и на руку. Ибо сказано, на челе твое и на руке твоей. И потом это уже выглядит вот так. Вот вы видите этот филактерий. Ну, если вы смотрите там какие-то средства массовой информации, вы можете увидеть, что они носят эти филактерии здесь. И вот, видите, намотаны на руку. И вот первая повязка филактерия для ребенка. Вот ее сейчас на голову тоже наденут. Вот эти коробочки. Вот они, эти коробочки с этими надписями на пергаменте. Коробочки из чистых, уже чистых животных. Вот. Ну все это с какой целью? Чтобы... Укрепляют на бицепсе левой руки против сердца, чтобы выполнять закон. Мы выполняем закон. Он у нас здесь, и он у нас, да, здесь, в руке. Да. Ну, здесь это понятно, потому что во время молитвы. Во время молитвы, да, это одежда, вот эти цицины и все прочее, и шапочки, это все во время Это молитвы. что-то напоминает, вот когда То есть это апокалипсис начало, что-то как будто... Это много чего нам сейчас напомнит, много чего. То есть,
Что это, о чем это говорит? О том, что закон и ты должны сродниться, да, вот быть вместе. То, что говорит Господь, Его откровение должно проникать не просто там в уши вошло, как мы говорим, вышло и так далее. Нет, оно должно проникать, сродниться с человеком. И, соответственно, действия человека должны быть мотивированы не просто моим хотением, моим желанием. Я вот сейчас вижу обстановку именно вот так. Но оно еще должно соизмеряться с чем? С Творцом этого мира. То есть действия должны быть продолжением действий воли Творца, а не только моей, и не просто моей. Вот о чем идет речь. А у мусульман нет такого вот этого? Ой, вы знаете, я с этим не знаком, но вот сейчас мы говорим о том, что блюди этот закон, да, или этот устав, или этот обычай в установленное время из года в год. Открывается вот тайна спасения, да? Вот сейчас мы спасаем вас, вы агнца закалываете, запоминаете, как вы вышли из Египта благодаря моему действию, и спасение всего человеческого рода недалеко. Но, чтобы это передавалось, чтобы об этом знание было, представление об этом было, делай это из года в год. А что из года в год? Совершай Пасху. Что делается? Ритм вносится. Мы с вами на литургию когда приходим? Каждый что? Да, почему? Для чего вот эти 6 дней? Это наш 7-й день. Почему? Вносится определенный ритм. Ритм у нас во всем. Ложимся спать, встаем, идем на работу, едим. Везде присутствует ритм. Да? Человек без ритма не может существовать. Часы у нас о чем тоже говорят. То же самое касается, кто занимается спортом, да, вот немножко не познал, все, затекают мышцы, все. Ритм необходим определенный, постоянно. В музыке ритм необходим. Динамика предполагает всегда ритм. Для чего ритм по воскресеньям? Сие творите в мое воспоминание, говорит Господь, тайной вечери. Потому что забудете. Забудьте. О причастии, как Иоанн Златоуст говорит, хотя бы раз в год. Да? Ну там, но это уже самый так предел. В общем, забывает человек благодеяние Божие. Если бы, говорит, можно было, Иоанн Златоуст рассуждает, сколько раз нужно причащаться, то, конечно, человеку достаточно одного причастия в жизни. Но это при каких условиях? Идеальных. Абсолютно. Да, абсолютно. Конечно, зачем причащаться постоянно? Для чего? Но человек так устроен. Повернулся на другой бок, все, другие мысли, другие представления, другие увлечения и уносит. Да, соответственно, нужен ритм. И вот этот ритм у нас в церкви определен ежевоскресенье. Следующий стих. Когда Господь приведет тебя в землю Ханааньев, ибо Он поклялся тебе и твоим отцам, что отдаст тебе эту землю, тогда ты должен будешь отдавать Ему всех первенцев. Все первенцы твоего скота, если они мужского пола, принадлежат Господу. За первенца ослицы отдавай выкуп. Спасибо, спасибо. Когда ты придешь в землю Хананиев, то вот Господь со своей стороны выполняет клятву, Он поклялся твоим отцам, и ты придешь, ты обязательно придешь. Будет там у Хананеев суперсовременное оружие, не будет, это не имеет значения. Ты придешь, и земля будет твоей. То есть от обстоятельств жизненных это не зависит. Это не воля человека, это воля Творца, да. Которому он поклялся отцам, что отдаст тебе. Вот Натан слово. Он таналях даст тебе. Давать, преподносить, позволять, передавать, приносить. Бог принесет. Бог позволит. Бог преподнесет. Не ты придешь и заберешь, а Он тебе даст. Смотрите, через каждое слово повторяется эта мысль. Потому что только отвернулся и забываешь об этом. О действии Бога в твоей жизни. Только повернулся и самость. Мне надо, у меня там, у меня здесь,
нужно туда, нужно сюда. И все, тебя поглощает, это твоя самость. Это своеобразное такое психическое, душевное состояние человечества, не человека. Человечества на протяжении всего его существования. И вот, когда это произойдет, ты что должен? Ты должен первенцев, разверзающих, фетер, да, открывающих утробу, то есть впервые рождающихся, или апархи, на греческом это перевод 70, начатка первого сбора или лучшей доли, то есть все самое лучшее. Не по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже», не по этому принципу, а по принципу какому? Все самое лучшее Творцу, потому что и так оно Ему принадлежит, но ты об этом должен знать. Ты ведь это все себе приписываешь. Я поле засеял, я следил, я поливал. Кому оно? Мое. Да, вот это вот ломка должна быть всех этих представлений. Первенцы принадлежат Всевышнему. Вот всех этих первенцев ты должен принести. Почему? Потому что у нас есть первенец. Кто? Христос действительно воскрес из мертвых, говорит апостол Павел. Дальше что он добавляет? Он первенец. Он первый плод среди тех, кто умер. Соответственно, и воскрес. Вот об этом первенстве идет речь. А дальше вот прочтите, вы про слов начали читать. За первенца ослицы отдавай выкуп ягненка, а если не хочешь выкупить осленка, сломай ему шею. Да, там буквально ударь, снеси затылок. Ой, там такая очень жестокая процедура. Почему? Очень такая вот... Сейчас. За первенцев человека, за своих первенцев отдавай выкуп. Да, ну потому что первенцы, принадлежащие Богу, они к Богу как? Через жертву же. Да. А дети-то принадлежат Богу, соответственно, детей надо что делать? Заменить чего? Да, конечно, выкупать. То есть вот это вот... Чем выкупать? Осла? Ягня, нет. Ягнята нет. Чистые животные это ягнё. Если осленка надо заменять ягненком. Да. Осленка нельзя приносить в жертву. Да, почему? Его не едят, потому что. Осленок. Прямо. Ослом в Священном Писании называется Израиль. Да. Израиль. Почему? Почему? По какой причине? Да, против шел, против. Потому что есть закон, да, который ведет тебя в одну сторону, а осел, В другую сторону. он либо не идет, и тогда упирается, да, либо он может вообще в другую пойти, вот и так далее. Поэтому ослом, ну, вы знаете, эти народы, они, говорят, раньше и у нас водились в большом количестве, ну вот сейчас, вот то, что называют тещин язык, раньше назывался ослиная дорога. Их много было раньше. Да, их было много, вот теперь их нет, но, во всяком случае, о свойствах осла, кто не видел, те вот из литературы могут подчеркнуть. Вот пророк Иезекииль, обличает Израиль. Что он говорит? Она становилась все более распутной. Ну, Израиль еще называли блудницей, вы понимаете. Блудница, потому что как блудница меняет мужа на... Точно так же Израиль менял Бога, с которым заключил завет, на богов соседних народов и племен. Поэтому блуд духовный. Но она становилась все более распутной, вспоминая дни юности, когда она была блудницей в Египте. Ну, понятно, то есть поклонялась египетским богам. Тех, кого посрамил, вы помните, Господь вот в этом, да, средостении 10 казней. Вот видите, как все перекликается, да? Хотя Иезекииль живет намного после этого периода. Там она, то есть Израиль, да, блудница, вожделевала своих любовников, имеется в виду этих богов. А боги это же ипостазированные страсти человека, да? Ну что такое Афродита? Это страсть чего? Марс это страсть чего? Там, война, красота и так далее, и так далее. Чьи были как у ослов, а все остальное как у жеребцов. Почему вводится вот это, вот этот символ, да? Почему он вводится? О чем думает жеребец, когда скачет по полю? Это же только одно в голове.
Да? Ну и, соответственно, поведение осла точно такое же. Вот так же ведет себя и целый народ. Думает только об одном, исключительно. То есть что это Он их просто убил этими словами. по-русски это что означает? Язык. По-русски означает «живут по плоти». Да. Вожделения плоти появились, нужно сразу же удовлетворить. Не дай Бог, чуть-чуть там. Какая аскеза? Какое, что вы говорите, какой перемена взгляда? Оставьте со своим покаянием. Есть, пить и гулять, да, и тут же возникло желание тут же исполнять. Какие? Вот жеребец, он что, ждет чего-то? Что ослик ждет, ничего они не ждут. Они возникло, да, живут по природе. В наше время нам тоже в качестве идеала предлагают жить в соответствии с природой. Если вы слышите В такое... смысле естественности. Да, такой совершенно вот это слово «натура». Оно очень красивое. Оно входит в сознание людей натурально. По телевизору только это идет. И, дескать, противостоять этому – это Нельзя. болезненность. Да, вот что значит? То есть, если раньше болезненностью было… А почему? Потому что природа человека повреждена. Чему мы потакаем? Мы потакаем здоровому организму, чистому от греха и страстей, или же мы потакаем болезненному? Конечно, болезненному. Ведь наша природа, она не имеет, простите, вот сходишь к врачу, ни одного здорового органа. Это о чем говорит? Что она изменяется и идет к чему? К своему концу. И вот эту природу, которая поломана, и идет к своему концу. То есть является, если все время обращать внимание на внутреннее состояние, рабой смерти, рабой болезни. Действия обусловлены страхом смерти и действием болезни. Вот что мотивирует. Природа-то она болеет и умирает. Хотим мы этого, не хотим. Обращайте на нее внимание и действуйте в соответствии с ее запросами. Замечательно. Нравственности своей. Не только увеличивай, да, увеличивай, то есть гаси огонь керосином. Предлагает нам мир. Ну, замечательно, прекрасно, да. Вот. Этим мы будем, как говорится, заниматься. То есть вот какой был Израиль. Кроме Иезекииля, 8 глава пророка Осии об идолопоклонстве. Осия. А? Осия. Юше. Род Осиевцев не Наверное, Крестная Ося. Сейчас очень хорошо развита генетика, никаких проблем может быть. да, можно генетически это сделать. Поднеси, 8 глава пророка Осии. Да. Идолопоклонство Израиля. Ну, поэзия, естественно. Поднеси рог к своим губам. Как орел налетит враг на народ Господа. Это наказание за грехи. Потому что народ нарушил мой завет и приступил мой закон. Израиль взывает ко мне. О Бог наш, мы признаем Тебя. Но Израиль отверг добро, и враг будет преследовать его. Видите, какая связь? Он возводил царей без моего согласия. То есть выбирал тех, которые к Богу никакого, и к благу, и к добру никакого отношения не имеют. Возводил царей без моего согласия. Выбирал вождей без моего одобрения. А по какому принципу? Принцип так прост. Из своего серебра и золота люди делают для себя идолов себе на погибель. Я отверг идола Тельца, Самария. Ну, это израильское государство, столица Самария. Мой гнев воспылал на этот народ. До каких пор он не будет способен очиститься? Это идол из Израиля. Израиль выделенный для Бога, он идол. Он произведение рук ремесленника, и потому не Бог. Телец Самарии, ну телец, вы знаете, что это, будет непременно разбит на кусочки, которому вы поклоняетесь. А что это за... Ну, то же самое телец, золотой телец. Все то же самое. Золото, понятно. Ничего нового, поверьте. Люди сеют ветер, пожнут бурю. Вот откуда.
8 глава книги Иосии. У стебля пшеницы не будет колоса, а зерно не даст муки. А там, где пшеница произведет зерно, если даже это произойдет, чужеземцы проглотят его. Это не для вас будет. Израиль поглощен, теперь он среди народов, как негодный сосуд. Почему? Израиль, народ взятый мной, говорит Господь, в удел, да? То есть вне вот этого блудодействия языческого, вне вот этого попранизма. И тут он ассимилировался среди всех. Боги, безнравственность, коррупция, поклонение тельцам. Все как у всех. Он сравнялся со всеми. И прежде всего, не в том, что там добро или зло, а в том, что Бога отверг. Вот сначала отверг Бога, потом в нравственном отношении сравнялся. И далее. Потому пошел к Ассирии, Ассур, да, в древности, Ассирии, как одиноко бродящая дикая ослица. Израиль. Одиноко, то есть почему слово осел, да, вот. Осел в жертву не приносится. Он бродит сам, дикая ослица, только к Ассирии пошла. Почему? Ассирия крупное государство, военное, и ради союза с ней, чтобы обеспечить свою безопасность, предали собственную веру, собственные клятвы, землю, которую дал Господь. Все, сильный союзник Ассирия. Вот на нем, а соответственно с Ассирией и боги ассирийские. Вы понимаете, что это значит, да? Это, вот, да. Вот. Пошел к этой Ассирии, далее, как осел, как ослица, простите. Подарками Ефрем приобрел себе любовниц. Ефрем это колено Израилева, да? Что значит подарками приобрел себе любовниц? Расположение. Расположение кого? Всевышнего? Нет. Творца? Нет, вот этих союзов. То есть полностью погрузился в эту игру мирскую. Хотя они и посылали дары народам, пытаясь, да, вот, благорасположение, я теперь соберу их вместе. Они начнут изнемогать под гнетом могущественного царя. Что произойдет? Они в рабство, в неволю. Хотя Ефрем построил много жертвенников для приношений за грех, святилищ у него много, где он воздает вот эти вот все, да? Они стали жертвенниками греха. Жертвенники за грех, которые как бы должны очищать, стали жертвенниками греха. Почему? Какая разница, что ты воздеваешь руки, да, поворачиваешься и совершаешь беззаконие? Ну, воздел ты руки, порезал животных, сел, выпил, поел и повернулся опять. Какой это жертвенник что, за грех? Ну, то есть это продолжение греха. Я написал им множество предписаний моего закона. Помните, мы с вами говорили, сколько заповедей? 613. Но они рассматривали их как нечто чужое. Вот, знаешь, что это там какое-то отношение ко мне имеет, непосредственно, да? Они предлагают мне жертвоприношение, смотрите, они предлагают мне жертвоприношение и едят мясо. Но Господу они не угодны. Вы помните этот принцип, да, когда один из раввинов приносил жертву Богу, он подбрасывал деньги и говорит, что вверх, то тебе, что упадет, то мне. То есть это очень интересный подход к этим жертвоприношениям. То есть вроде бы кажется, что мы жертвоприношение Творцу за близких, родных, себе продаем. Но кто ест и пьет? Творец приходит, ест и пьет и так далее. Да? То есть они вроде бы приносят мне, а сами едят и пьют. Да. Ну, это понятно, но Господу они не угодны. Далее. Теперь Он вспомнит их грехи и накажет. Они вернутся в Египет, то есть в рабство. В состоянии, Египет у нас символ рабства, вот в состоянии рабства они вернутся. Израиль забыл своего Создателя и построил дворцы. Дворцы, гейхаль на иврите, и храм одинаково звучат. И дворец, и храм. То есть построил себе, понятно, вот эти капища. Иудея укрепила многие города, то есть в отношении военном они стали бастионами, да? Но я пошлю огонь на их города, который пожрет их дворцы. Вот это усилие. Так и произошло. Израиль был уничтожен, пришел этот самый царь и севера, и все, и снес как бы вот полностью
Это все возвещает пророк Осия, да? Да, это всего лишь 8 глава, там целая книга с этим. А поскольку у нас время уже исчерпано, да, мы с вами далее не успеем, то если есть вопросы, если нет... Видимо, это написано. Вы знаете, мы за ценой не постоим, лишь бы выйти из рабства грехов. Я думаю, вы согласны с этим. Согласна. Тогда помолимся. Достойно есть это, если мы говорим, Тебя, Богородица, Пресноблаженных, непорочных, Матерь Бога нашего, честнейших Херувим, славнейшую бессловение Серафим, без исследия Бога, Слава Божье, сущую Богородицу, Тебя величаю. Спасибо. Спасибо. Прекрасная лекция. Спасибо. Вопросы, конечно, есть, но в другой обстановке.